Административные правонарушения в области безопасности дорожного движения оформляются составлением электронного протокола об административном правонарушении и в виде предписания об уплате штрафа. За 8 месяцев текущего года сотрудниками строевых подразделений полиции Алматы за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности было привлечено 212 902 водителя. Вместе с тем, контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, было зафиксировано 967 452 административных правонарушений, из которых более 42 тысяч нарушений правил дорожного движения было допущено водителями транспортных средств иностранного учета. В целях неотвратимости наказания за совершение административных правонарушений на принудительное взыскание было направлено более 100 тысяч административных материалов. Хотелось бы напомнить, что на основании статьи 811 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях предусмотрена оплата административного штрафа в течение 7 суток с 50% скидкой. По истечению этого срока система в автоматическом режиме переводит сумму штрафа на полную, после чего физические и юридические лица имеют возможность в течение 30 суток оплатить штраф в добровольном порядке. В противном случае постановление или предписание о необходимости уплаты штрафа направляются на принудительное взыскание по месту получения доходов либо в региональные палаты частных судебных исполнителей. Уважаемые жители и гости города Алматы, вовремя оплатив штраф, вы экономите свое время и средства, так как судебными исполнителями будут накладываться аресты на ваше имущество и банковские счета. Имея неоплаченные штрафы, вы не сможете совершать операции по постановке или снятию с учета транспортных средств, произвести замену водительского удостоверения. При этом хотелось бы напомнить, что проверить наличие административного штрафа вы можете на портале электронного правительства или с помощью мобильных приложений банков второго уровня. Оплатить административный штраф вы можете в любом отделении касс почты или банков второго уровня, а также на мобильных приложениях банков второго уровня.